Прошлой зимой Аисхан наткнулся в Инстаграм на ролик, где изобретатели одного зарубежного стартапа сделали протез, распечатанный на 3D-принтере. В голове сразу же пронеслась мысль: хорошо было бы, чтобы такие разработки были в свободном доступе для всех нуждающихся. Покопавшись в интернете, молодому инженеру на глаза попался один японский проект. У меня сразу зародилась идея русифицировать вот этот проект, то есть адаптировать его под русскоязычное население, сделать инструкцию на русском языке и адаптировать его под детали, которые имеются здесь, которые можно достать в России. У нас стояла задача адаптировать его под руку нашего добровольца, потому что оригинальная версия, она предназначалась для мужской руки. И также оригинальная версия, она была предназначена для людей, у которых нет руки ниже локтя, а у нас у добровольца выше локтя. Этим добровольцем оказалась Нургуяна Попова, девушка с активной жизненной позицией, которая сразу же согласилась и поддержала идею молодых ребят. До недавних пор Нургуяна имела возможность носить только косметические протезы. Это ее первый, функциональный. Протестировали этот протез, посмотрели, как он работает в деле. Стакан с водой поднимали, ящики поднимали, двери открывали. И протез очень интересный. И то, что ранее в нашем городе не могли сделать соответствующий для меня функциональный протез, да? И это, можно сказать, очень интересный проект получился. Так как проект добровольческий и некоммерческий, мы по ходу дела, вот как появится время, мы будем постепенно улучшать, дорабатывать. И сейчас мы работаем над сайтом, где будут уже инструкция и открытые материалы. По этим материалам можно будет уже самостоятельно напечатать на 3D-принтере пластиковый протез. Экологически безопасный биоразлагаемый пластик PLA очень точно печатается, после чего, подобно инструктору, собираются все механизмы и детали. Работает и с аккумулятора, который заряжается, и он функционирует с помощью кнопок. То есть я сама второй рукой включаю, выключаю его, регулирую его охват, можно сказать, да? И работает с помощью джойстика, вот его охват. Джойстик находится здесь. В планах у нас вот эти кнопки, которые находятся на тыльной стороне ладони, да, вот сюда прикрепить, чтобы было удобно, да? Также в будущем вот команда планирует именно от мышечных импульсов сделать протезы. По сути, сами бионические протезы, они идут от мышечных импульсов. Вот, и в будущем такое планируется. Команда добровольцев, куда помимо Аисхана входят ребята с бизнес-инкубатора «Орех», преподаватели СФУ Анна Петрова, 3D-моделер Аял Тумусов и менеджеры Анна Матананова и Алена Архипова, большие молодцы. Ведь проект носит действительно очень нужное и, не сомневаемся, перспективное направление.